Список экспонатов мамонтовой фауны, найденных в Якутии, пополнился еще одним уникальным экземпляром. Буквально на днях в Якутск прибыл найденный в Абыйском районе детеныш шерстистого носорога. Автор находки Александр Бантеров дал ему имя Саша. Сегодня на безвозмездной основе он был передан в Якутскую академию наук для дальнейшего изучения. В конце августа месяца, где-то числа 25-го, наверное, при входе, при подготовке охотничьего участка, на яру было обнаружено шерсть какого-то животного. Так как была высота, большая высота, но мы не видели, думали, олень висит там. В сентябре при оттайке линзы эта туша упала. И когда я поднял, голову приподняли, увидели голова и увидели характерные отростки, дорожки, мы поняли, что это носорог. Вот. Сразу положили его в ледник, и в феврале месяце отправили в город Якутск, в Академию наук на безвозмездной основе для изучения. Носорогов же не находили до этого, только крупных, вот я помню. А маленьких я вообще не слышал, чтобы находили маленьких носорогов. Поэтому сразу, пока нашли в Академию наук Альберта Васильевича, пока обратились, пока нашли, и только зимникам привезли сюда. Члены Академии наук, наше академическое сообщество весьма признательны нашим коллегам и Александру Владимировичу и Семену Прокопьевичу за предоставленные нам для изучения останки детеныша носорога. Я должен сказать, что вообще для Академии наук у нас две главные задачи по этим объектам. Первая задача – это все-таки научные исследования. Это для ученых, для Академии наук, это, несомненно, одна из первейших задач. И я думаю, что здесь мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами, учеными и нашей республики, учеными Российской Федерации, учеными вообще мирового сообщества, кто проявит интерес к этому объекту по изучению этого носорожка. Это с одной стороны. Вторая, одна из таких основных задач Академии наук, это участие в имиджевой политике нашей республики. Шерстистый носорог – один из представителей так называемой большой плейстоценовой пятерки, в которую также входят мамонт, древняя лошадь, пещерный лев и бизон. Несмотря на то, что костные останки шерстистых носорогов находят в России довольно часто, пригодных для изучения артефактов среди них немного. Саша – второй носорог, который найден в замороженном виде. В отличие от своего старшего брата, колымского носорога, Саша – детеныш, и это делает его по-настоящему уникальным. До сих пор даже находки черепов детенышей шерстистых носорогов были крайне редкими. Для палеонтологии эта находка очень важна в том смысле, что носороги являются одним из наименее изученных видов мамонтовой фауны. И очень большая загадка была в том, что мамонтовая фауна, она обитала и в Азии, и в Америке. Но носороги один из немногих видов, которые так и не дошли до Америки. Они вымерли здесь, в Азии, и возможно, что даже вымерли чуть раньше мамонтов. И именно изучение этих особенностей, оно может дать очень большое информацию о ландшафтах того времени, изменения которых и повлекло смерть всей мамонтовой фауны, гибель всей этой массовой. Кроме того, эта находка важна тем, что это детеныш. Это носорожек. Даже костные остатки детенышей носорога там до настоящего момента очень редко попадались. Это буквально единичные экземпляры. И об индивидуальном развитии антогенезе шерстистого носорога нам
известно очень мало. Интересным экспонатом уже заинтересовались российские и зарубежные палеонтологи. Несмотря на то, что ученые – люди не склонные давать поспешные прогнозы, они не скрывают, что возлагают на носорога большие надежды, и первые результаты исследования обещают сообщить уже через полгода. Мы очень рады, что такой объект сейчас уже попал в наши руки, и мы кое-что, наверное, сможем узнать о шерстистых носорогах, чуть больше, чем известно. Теперь научной общественности остается только ждать первых результатов исследований. Станет ли носорожек таким же известным, как его предшественники мамонтенок Дима, мамонт Юка, малоляховский березовский мамонт, мы узнаем совсем скоро. Галина Мазалевская, Николай Необутов, НСА.